Утреннее шоу «Жизнь удалась». Просыпайся. Друзья, у нас сегодня в гостях красавица Эльмира Калимуллина! Встречайте, друзья! Привет! Доброе утро! Доброе утро! Наконец-то ты к нам доехала, добралась. Безумно рада тебя сегодня здесь видеть. Она не умеет микрофоном пользоваться, видимо, поближе. Как так происходит? Ну, расскажи, как ты умудрилась так рано встать, к нам приехать? Ты же не просыпаешься так рано. Связки молчат. Откуда ты знаешь, просыпаюсь я рано или нет? Я сейчас боюсь даже вот каких-то лишних слов сказать. Мало ли что подумают люди еще. Да. Вот. Ну, нет, все-таки, что, действительно рано просыпаешься? Можешь рано проснуться? Нет, по-разному бывает. Могу и в 7 проснуться, могу и в час проснуться. Да. Но судя по твоему инстаграму, все время у тебя там есть такой хэштег. Мы можем все, спать это счастье, что-то такое, да? Нет, сон для слабаков. Да, вот. Она вообще не спит Хорошо просто. сказано. Да. Хорошо сказано, ребята. Ну как, Халяр, как у тебя дела? Что нового? Рассказывай. Ой, Халяр, хорошо, наконец-то в Казань пришло лето долгожданное, Наконец-то. хотя еще только май. И не говори-ка, и не говори. Приехала я к родителям, ура, я очень соскучилась. Так. Вот пока здесь отдыхаю дома. Где Ну как гастролировала? отдыхаю? Убираюсь. Кушать готовлю. Это тоже Нормально. отдых, Нет, да. это вообще классно. Это смена деятельности. Нет, подожди, на это Эльмира Калимуллина. Убираюсь, кушать готовлю. Что такого? Неожиданно, понимаешь, просто прозвучало. Неожиданно. Слушай, ну вот мы знаем, значит, по секрету нам рассказали о том, что есть у тебя новинка. То, что вот ты недавно совершенно записала, сделала. Расскажи нам, пожалуйста, об этом. Очень интересно. Ой, это долгожданная вообще новость и вообще событие в моей жизни. Ага. Это мой первый клип на песню «Будда». Записывали мы его, снимали, точнее, в Исландии. Вау. Супер-мега крутая, Вау. чумачечая была поездка. Слушай, ну это же вообще действительно чумачечая страна-то Исландия, да? Чумачечая. Маленькие домики, горячие источники, да, и все Кони, барашки. Слушай, океан. это похоже на какую-то сказочную страну вообще? Похоже. Мне кажется, вообще там жили всегда гоблины Да. и викинги. Вот я про это и хотел Тролли. спросить. Да, вот, Тролли, да. Кстати, там есть черный пляж троллей называется. Да ты что? Это просто какая-то фантастика. И, между прочим, если кто-нибудь хочет посетить Исландию, это очень все легко. Все И через Эльмиру, друзья. Да, если что. 221. обращайтесь. Да. Так, ну хорошо, ну какие еще впечатления от Исландии? То есть что там было? Там какая-то студия была или вы клип именно записывали? Мы записывали именно клип на природных локациях, ездили по самому острову, искали интересные виды. И... Коих там большое количество, видимо. Ой, вообще красота. Помимо там океана, там еще и мхи, на которых нельзя, оказывается, ходить. Да ты что, они Да. охраняются как-то государством, Они да? охраняются государством, нельзя разжигать костры, мы это тоже нарушили. То есть они там больше отдыхали, чем работали, знаешь? Такие, давай Давайте перерыв снимем что-нибудь, да? Я в мху полежу тут немножко. Такое нельзя. Ладно, тогда костер. Но там очень холодно, правда, было. Мама, не слушай этого. Я там ходила в платьишке, как будто бы все хорошо, прекрасная маркиза. А на ней внутри было термобелье, Да. так что мам не волнуйся. Нет, Кстати, да. Ну хорошо. А это большой секрет, кстати, для тех, кто будет смотреть клип. Вот, они разглядят или не разглядят? Я очень надеюсь, что нет, что оператор нет. постарался. Да, ну хорошо. А что за команда у вас ездила? Сколько человек вообще? У нас в команде было 8 человек. Это 4 человека, составляющие техническую группу. Оператор, световик, техник и помощник оператора. Оператор по совместительству и сорежиссер. Стилист проекта инопланетная, администратор у нас Лисан Мишарина, я и герой клипа Евгений Ксенофонтов. Ну хорошо. Ты на будущее, имей в виду, мы тоже актеры, если что, в клипах Подожди, надо я у сниматься, Лисанки-то мы видел тебе- как раз какие-то, по-моему, в Инстаграме какие-то, я у Лисан видел там, по-моему. Это какие-то. именно эти виды. Это и есть эти виды, да, все понятно. Значит, ну, а почему песня? О чем песня? Что за песня? Будда, вот с чего вдруг Вообще такое название? стыдно, понимаешь? Стыдно, Расскажи. что ты не слышал её. Нет, я не слышал. Нет, я могу себе позволить, потому что песня еще новая только, понимаешь, только появилась. Вот. У него дома радио просто нет, поэтому он не может услышать ее. Увезли. В 89-м. Бахшара в сад увезли, Да. понимаешь? Приемник. Ну. Будда — это песня, не привязана никак к религии совершенно. Это просто некое обозначение, наверное,
такого некого абсолюта, мужского совершенства, к которому я как девушка стремлюсь, что я его очень сильно люблю, но понимаю, что мы не сможем быть вместе, и я как паночка померла кидаюсь с обрыва. Я сейчас заинтригован настолько, что сил у меня нет больше уже просто сидеть и с тобой разговаривать. Я уже хочу, чтобы мы эту песню послушали. Все готовы? Давайте. Конечно. Все готовы. Записывайте. Ну, поехали. Внимание, друзья, у нас... так, секунду. Вот и она. Да, вот, собственно говоря, вот и она. Так. Попытка номер 2. И еще одна попытка. Продолжаем разговор. Да, продолжаем конечно. разговор. Мне кажется, есть же это тоже про Будду. Я буду лучше, чем она. Тоже там, да, наверное? Ну, как вариант. Почему Айрат, нет? как вариант, да. Тут по-другому не скажешь. Так. Может быть, ты ее как-то недолжным образом Должным. Да. Прям Видимо, не хочет она. Все это пока. должно. Ну, в общем, песня такой про несчастную любовь, да? Такой. Не получилось, не срослось. Ну, это мы как бы в клипе показали, что это несчастная любовь. Те, кто слушает, наверняка не представляли эту картину, но мы хотели немножко расширить горизонты этой песни и внести еще какие-то свои фантазии. Ну, Не ночные, заметьте. Нет. Слушай, да, вот извини, перебью, да? По поводу гастролей, где была последний раз? Вот, кроме, клип же вы сняли уже давно, а вот откуда приехала? Я видел, ты в Питере там с друзьями что-то где-то выступал, не выступал? В Питере у меня живут мои лучшие друзья, но я приезжала на выступление, а так недавно я была в Анкаре, в Турции. Это был, так скажем, как это назвать правильно? Ну, короче говоря, концерт мастеров искусств Республики Татарстан в городе Анкаре. Ездили большой делегацией вместе с симфоническим оркестром, выступали, пели, нас очень тепло принимали, мы даже немножко испугались, потому что они так скандировали, что Турция и Татарстан вместе. Мне показалось, что мне не стоит выходить на сцену, иначе меня закидают какими-нибудь помидорами. Оказалось, что наоборот, они за нас, что они нас поддерживают. Потом они тебе хлопали и кричали «Ташакар! Ташакар!», да? Ну, почти. У них какие-то свои возгласы, но им понравилось. Даже цветы подарили, представляете? А вот в Турции цветы — это редкость, между прочим, да. То есть там же Там кактусы. нет цветов. Там есть люля-кебаб. В больших количествах, да, я так понимаю. Да. Слушайте, ну, каким-то чудесным образом у нас тут отказывает какая-то часть вот техники, да? Живьем? Почему-то, да? Живьем споем тогда. Живьем, думаете, спеть? Мы будем тебе вот Это битбоксить. напоследок. Напоследок Да. я А как спеть живьем? спою. Но припев хотя бы чуть-чуть. А уж потом мы уже найдем, вот- как включить. А вот мне кажется... Я да, справился, это она, я справился с это она. задачей, ребята. Можно тебя пригласить на танец? Все, иду к тебе. В городе каменном еще не растаяли мои мысли о времени, что я была с тобой. Ветер северный косы развеял мне мои вольные думы, устремляются к тебе вдаль. В городе каменном, согласно преданию, не заглядывай в прошлое, там нет души твоей. Если нам холодно, значит все заново, и бегут слезы юные, притяжением вниз маня. Никогда тебя не забуду, так больше я тебя не увижу, слышишь? Только как дышать я с тобою. You got me strung up like a puppet, hung up on a thin red line. Жизнь удалась. Не зевай. Я хочу сказать, что я потрясен, восхищен, как это говорят по-французски? Très bien. Нет, magnifique, Je sens joue, je m'en sens, je m'en. majestic, je sens joue, я это, надо сказать, не могу настолько глубоко Это, между проникнуться прочим, во национальный французский. наш язык. татарский. Слушайте, но я хочу сказать, что вот эти вот Шарман. русские народные Вот. вот эти вот, или даже, я бы так сказал, даже не русские народы, а такие языческие песнопения, ну как они прекрасно ложатся на эту Ой, песню. спасибо. Это потрясающе просто совершенно. И я не знаю, как наших слушателей сейчас меня лично тронуло вот вообще вся вот стилистика, весь мотив этой песни. Женское начало в этой песне потрясающее, которое просто вот, если мужчина слушает, если мужчина крепко стоит на ногах и, да, так сказать, серьезно смотрит на жизнь, я думаю, что вот это сердце мужское, такого сильного мужика,
эта песня может растопить. Вот. И Правда? это правда. Ну, если уж меня тронуло сейчас, пока я слушал, пока вы за моей спиной танцевали, то это значит все точно абсолютно. Меня, старого циника. Поэтому тебе объявление, то, что еще одинокого мужчину вешать не надо. Нет, ну, потрясающе, друзья. Мне очень понравилось. Значит, я действительно... Я не могу сказать, что я удивлен, потому что я знаю тебя, твое творчество, как ты все делаешь прекрасно. Мы всегда тобой гордимся, где тебя видим. Это просто еще одна страничка, как бы вот твоей музыкальной истории, и это здорово. Потрясающе. Спасибо тебе за эту песню большое. Спасибо большое. Спасибо. За творчество, за талант. Спасибо маме, папе твоей за то, что ты есть. И спасибо еще самому композитору Артему Михаенкину. Ну да, кстати, Да. а кто делал вообще аранжировку? С какими музыкантами ты работал? Кто это вообще делал? Вот это все он? Это все он. Его зовут Артем. Потрясающе. Артем, привет. Привет, Артем. Привет, Да. Эльмира. Он, знаете, смог именно как-то передать и все, наверное, мои мысли именно в музыкальном материале, что сочетание этнических Да. и современных Да. мотивов, они очень так Вот, правильно вот сплелись. я про это и говорил, что потрясающе все переплетено, и твой голос шикарный, конечно. У Эльмирки в этом клипе, у нее рука в этом, в Мехи. восточной татуировке. Отлично, хорошо. Да, так прям. Слушайте, но когда мы увидим клип-то, и где мы его увидим? И вообще, какие у тебя планы-то творческие ближайшие? Где мы можем на больших, так сказать, сценах, Кстати, экранах увидить презентацию этого клипа, этой песни? Где, или это уже прошло уже все? Ну, презентация уже прошла. Так. Изначально она была на канале YouTube. В интернете у нас. Сейчас музыкальный канал Муз-ТВ взял на свою программу Муз-раскрутку. Так что, ребята, пожалуйста. Нам можно на Первом городском вот в эфире Бим-радио крутить? так Вообще, сказать? да. Конечно. Окей, потому что мы с Я удовольствием. была бы очень рада. Конечно. Песня потрясающая. Эльмир, спасибо тебе огромное за то, что ты пришла сегодня с этой песней. Замечательно. Спасибо за то, что поделилась с нами этим прекрасным утром. Мы желаем Спасибо тебе, вам большое. мы желаем тебе удачи, всего самого хорошего. Я вас очень люблю. Мы тебя тоже. Сейчас будем Счастливо. целоваться. Все, идем. Эльмира Кремульна, еще раз аплодисменты, пожалуйста. Доброе друзья. утро всем. Доброе утро, друзья. Сейчас реклама, прервемся ненадолго, потом снова вернемся к музыке. Утреннее шоу «Жизнь удалась».